Между тем, в Москве завершил свою работу двухдневный финансовый форум. Главная его миссия – это выработать решения, которые поспособствуют повышению конкурентоспособности российской экономики. На сессиях много говорили об унификации в мерах господдержки, нацпроектах и новинках финансовой сферы. Какие изменения ждут Россию и регионы, узнаем у Айсены Барнашовой. Это правильный инструмент, и для того, чтобы в него поверили, пилот должен быть и просто обязан быть успешным. Большая ответственность легла на плечи республики. Первый в России СИП, или по-другому проект социального воздействия, был запущен на территории Хангаласского района в сентябре этого года. Якутский СИП носит образовательный характер. В нем участвуют 28 школ, это около 5000 учащихся. И мы считаем, что повышение как раз-таки качества образования позволит нашим детям быть более конкурентоспособными, позволит им поступать в хорошие вузы, и в конечном итоге это будет иметь достаточно хороший экономический эффект. СИП – это многосторонний контракт между государством, инвестором и исполнителем услуги. В нашем случае организатором и вкладчиком проекта выступает корпорация ВЭБ-РФ, а непосредственным исполнителем является Высшая школа экономики. Проект будет длиться 3 года. За это время инвестор планирует потратить 60 миллионов рублей. Основная идея СИБа как финансового инструмента заключается в фразе «сначала результат, а деньги после». При таком раскладе субъект практически ничем не рискует, а вот частный инвестор, наоборот, становится более заинтересованным в получении конечного результата. Таким образом, выплаты возникнут только в случае целевого эффекта, а именно повышения образовательных результатов якутских школьников. Эти средства будут направлены прежде всего на подготовку, переподготовку нашего преподавательского состава, на участие наших детей в региональных, межрегиональных олимпиадах и дополнительные занятия для наших детей, которые в конечном итоге скажутся на успешной сдаче единого государственного экзамена. В наши дни уже перестали говорить про экономику в отрыве от человека. Теперь это привязка к качеству жизни каждого гражданина. Это еще раз доказал Московский форум. И, пожалуй, самым приятным моментом финансового события стало награждение победителей конкурса «Бюджет для граждан». Первую номинацию и диплом первой степени – это наше мероприятие проведения телевизионной олимпиады среди школьников, старшеклассников нашей республики. Мы его проводим уже 7-й год подряд. Кроме того, мы получили еще и 3 диплома. Ярмарка финансовых социальных услуг, который мы в апреле ежегодно проводим тоже в 6-й уже раз. Так? Конкурс детских сочинений «Эссе. Я и финансы». В политике открытости соревновались 130 проектов. Телевизионная олимпиада по финансам и экономике Якутии признана лучшим мероприятием в стране. Айсена Барнашова, Джур Березкин, Москва.